Коми активно реализуется федеральный проект формирования комфортной городской среды. Так, к примеру, за время его действия в Инте было благоустроено несколько общественных пространств, отремонтированы дворовые территории, заасфальтированы тротуары и смонтировано новое уличное освещение. Самое главное, что именно горожане решают, какие именно объекты нуждаются в первоочередном благоустройстве. Анастасия Тюрнина расскажет подробнее. Вот такая улица Мира сейчас. По обе стороны идеальные тротуары. Их отремонтировали по инициативе самих интинцев в рамках программы формирования комфортной городской среды. У нас этот проект реализуется уже на протяжении 4-5 лет последних. То есть каждый год там ремонтируется в обязательном порядке общественная территория и дворовые территории. Каждый год это по-разному. Мы делали 5 дворовых территорий. В прошлом году были 2 дворовые территории, и большой объем работ был выполнен по общественной территории тротуары по улице Мира. Кроме как самих тротуаров мы сделали, к сожалению, не так много, как хотелось. Зато мы свет сделали на большей части улицы Мира, плюс дополнительное освещение от многоквартирных жилых домов. И у нас очень хороший, красивый участок такой получился, освещенный. Здесь же, на улице Мира, теперь и новое уличное освещение. Заменили 34 опоры, установили более 60 новых энергосберегающих светильников. Протянуто около 1500 метров современного изолированного кабеля. А еще здесь же установлены и светящиеся консоли. В прошлом году мы начали делать улицу Мира. Это тротуары и освещение. Освещение до конца еще не доделано в плане всей улицы. В этом году не в рамках комфортной городской, за муниципальные средства мы ее доделаем. И вся улица Мира у нас уже будет с хорошим освещением. Тротуары то же самое, часть сделана, часть нет. Хотим доделать полностью, чтобы уже к этому объекту не возвращаться. Дальше будем делать следующий. Одно из главных условий реализации федерального проекта – предварительное общественное обсуждение территорий, которые будут обустраиваться в следующем году. Затем уже по выбранным точкам проходит голосование, какую идею будут реализовывать в первую очередь, а что может, например, подождать. Работа уже проведена большая, заявок очень много, жители уже понимают, что нужно подавать, потому что все зависит от жителей. Сколько заявок подадут, столько и будет рассматриваться. Поэтому всех жителей призываю участвовать в этом и подавать заявки. Принять участие в голосовании горожане смогут в конце апреля. Территории, которые они выберут, будут облагорожены уже в будущем, 2022 году. К слову, именно в это время выбирать свои участки для ремонта будут жители по всей стране. Сроки голосования фиксированные с 26 апреля по 30 мая. Принять участие в выборе может каждый гражданин России старше 14 лет. Отдать голос можно только за одну из предложенных территорий. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Федеральный проект формирования комфортной городской среды уже в течение нескольких лет реализуется в нашем городе. И если это поначалу многие люди не понимали, что это такое и каким образом работает, то уже в 2019 году разыгрался спор между жителями по улице Куратова и Мира. Но жители города по улице Мира оказались более активными. В Инте в списке для голосования по благоустройству территории на 2022 год будет представлено 15 различных общественных пространств. Они находятся в самых разных уголках города. Всего в этом году в Коми на реализацию проекта формирования комфортной городской среды из федерального бюджета выделено почти 213 миллионов рублей. Примерно столько же вкладывает республика и муниципалитеты. На общую сумму в 419 миллионов рублей планируется обустроить не менее 137 территорий в 46 муниципалитетах. Анастасия Тюрнина, Любовь Лапина, Наталья Думих, Евгений Михалкович, телеканал Юрган.